Так. Ночной стримевой жили. Сейчас я машу. Давайте проведем ночной стрим. Так, как же это все тут организовывалось? Так. Так. Так, друзья, приветствую. Решил снова выйти на ночь глядя в эфир. Давайте пообщаемся. Сейчас я попробую какие-то здесь эти... Челлендж выполнен. Боху. Сейчас мы попробуем, что тут еще можно попробовать. Эффекты силы. Алексалам, злой ногти машой. Так, друзья, Александр, приветствую. Витаю тебя, дорогой. Так. Не, не умею этим всем пользоваться, друзья. Сейчас попробую изучить, пока вы все собираетесь. Как-то так. Mesh mokš взаимно, да. Машой, шеверга. Ага. Друзья, ну, рассказывайте, как у вас? Ничего. Чего или ничего? Слава Ичкери, героям слава, героям слава. В смысле, вот здесь я вижу Слава Ичкери, а там я не вижу. А нет, тут тоже вижу. И это какой у нас? Канадский. Такс. ומה צריך לבוא? Бара.
Так. Ну вот уже собрали. Кстати, обратили внимание, очень много было здесь каких-то разных всяких блогеров. Помните? Эти блогеры засоряли просто все эфиры. Я имею в виду чеченоговорящих. Куда-то поисчезали все. Не все, конечно, еще некоторые остались. А что случилось? Видимо, оплата закончилась, видимо, им. Уже больше не платят. Да? И куда-то все пропали. Куда-то все пропали. Куда-то все пропали. Так. Отец святых отцов. Классный никнем. Отец святых отцов. Комиссар Катани. Так, Вещиц, короче, там мабьяш вегуянуэн, да? Вещиц там мабьяш вегуяндеон, вещиц там мабьяш вегуяндец. И... قيت هذيك قالوا مداتر شو قيت هذيك دوما مداتر شو داتر شو عايش يا شي ده او شو يا زيش يربي короче شو КГБшник гучаях компьютерш. Здесь очень много, буду по-русски говорить, очень много КГБшных вот этих всяких троллей, которые за деньги работают, пишут. И я их всех разоблачаю. И они меня люто ненавидят, да, люто ненавидят. Бедолаги, да. Ну что ж поделать, да, такая у вас судьба быть рабами рабов, бедолаги. Ты вложил бы дома денег на недвижимость, стоит Богу. Не знаю я, если честно, сейчас я бы повременил бы совсем, потому что ситуация может измениться. Так я не знаю, я не слежу за ситуацией. Я хочу сделать все возможное, чтобы не было бомбардировок Чеченской Республики Ичкерия и нашего народа. Я делаю все от себя зависящее. Но сценарий нам готовят очень плохой. И поэтому, если произойдет то, что русские фашисты планируют, то пока не стоит никуда вкладываться. Я бы немножко повременил бы. Так, Халдуй Австрия, жилье снять, работу найти, если уже жил в России. Австрия, Латсо, Германия, Усо, Артур. Но смотря в какой, если брать Германию, вообще в Австрию ехать никакого смысла нет. Ну, там большая, конечно, наша диаспора, но я бы не поехал в Австрию. А так, если ехать в какую-то страну, ну, снять жилье проблемно. Здесь все проблемно. Вот на самом деле вот в России есть контроль, да, России контролируют, там следят, особенно сейчас по возможности
появлением разных вот этих технических возможностей очень сильно следят. Но там в этом смысле больше есть возможностей что-либо где-либо там снять жилье, где-то там спрятаться и так далее. Здесь практически тотальный контроль. Но если вы стоите на учете, там социал там получаете и так далее, то это все очень сложно. Переезд вообще сюда это большая проблема, большой стресс. Особенно если едешь с семьей, особенно если нету никого. Это очень сложно. Так. Израиль вы в ближайшие 50 лет не полезете. Израиль больше не полезут. 50 лет. Ну, знаешь, Израиль, конечно, не полезут, но готовятся и сообщают разные службы, готовятся провокации. Поэтому нужно быть очень внимательным. Можно ли сравнивать бомбежку палестинцев и чеченцев? Социократ. Нет, конечно, нельзя сравнивать бомбежки палестинцев и чеченцев. Ну, смотри, знаешь, в чем проблема? Давай ты зайдешь и просто поговорим с тобой, если ты хочешь. Это постоянно, тебя эта тема волнует. Тебя волнует это потому, что ты так переживаешь за людей? Или тебя это волнует, потому что ты хочешь от меня какую-то информацию взять, чтобы потом ее распространять? Объясни мне. Например, ты говоришь палестинцы. Кто такие палестинцы? Есть арабы Палестины, есть евреи Палестины, есть там много-много разных, черкесы Палестины. Что такое Палестина? Это знаешь, как сказать, кавказцы. Вот кавказцы. Ну, кто у нас на Кавказе живет? Огромное количество. В Палестине поменьше народов живет, но у нас большое количество. Ну, также сказать кавказцы. Поэтому самая большая проблема в том, что если ты на самом деле искренне за что-то переживаешь там, или просто, если ты цепляешься просто, чтобы зацепиться за где-то меня там где-то подловить, потом где-то распространить, вырезая куски, как вы много раз делаете, это один разговор. Если ты реально хочешь поговорить, я готов к разговору. Но для того, чтобы мы с тобой нормально разговаривали, мы должны определиться в терминологии. Слово, вот у каждого слова есть свое значение, у каждого термина есть свое значение. Вот я вижу, что ты пишешь палестинцы, это распространенно, конечно, имеется в виду арабы Палестины, когда говорят палестинцы, но это неверно. Поэтому, если сравнивать бомбежки сектора Газа, например, и бомбежки Ичкерии, Чеченской республики Ичкерия, то это совершенно разные вещи. У нас был геноцид сплошной, просто тотальный геноцид. Убивали только за то, что ты чеченец. Женщин убивали, детей, не только бомбили. Вся республика была превращена в концлагерь. Понимаешь? Вот как-то так. А так можно обсуждать, но не так, что ты спрятался, где-то какие-то словечки там, или ты просто можешь малолетка какой-нибудь, который нахватался какой-то пропаганды и хочешь меня в чем-то уличить, где-то меня там поймать на чем-то и так далее. Но если ты реально переживаешь за что-то, выходи, давай, можем обсудить, почему нет. У меня железобетонная логика и железобетонные аргументы. Я могу отстоять свою позицию. Попробуем, сможешь ли ты ее отстоять. Так, not a cop. Не полицейский 95. Короче, сразу себе клеймо раба, который русские дали, поставил и говорит, убери флаг сзади. Ты поставил флаг убийц нашего народа на протяжении 300 лет, которые нас уничтожают. Их номер, который они тебе присвоили, ты написал. И говоришь мне, убери флаг. Где логика? Давайте, если вы за чеченцев заступаетесь, давайте заступаться за чеченцев полностью, до конца. Понимаешь?
У меня есть высшее образование, московское, юриста. Если поступлю в Германию на магистратуру, смогу? Ну, почему нет? Сможешь ли там работать по диплому? Конечно, можно. Конечно, можно. Но если ты юрист, конечно, тебе нужно будет местные законы изучать, нужно будет подходить, право заново обучаться, подтвердить свой диплом. Подтвердить свой диплом. Конечно, можно и диплом подтвердить. Но сейчас, конечно, я не могу сейчас ничего ручаться, потому что сейчас Россия это даже не третий сорт, это какой-то там отброс общества, да, из России. Наконец-то, да, мир нас услышал, наконец-то мир признал, о чем мы говорили много лет. Так, патриот, ты мусульманин, брат? Патриот, а с какой целью ты интересуешься? Али Саддам. Али или как тебя там? Ол Саддам. Ты Саддама Хусейна поддерживаешь, да? Поэтому у тебя такой ник. Да? Ассаламу алейкум, ассалам борз. Ва алейкум ассаламу. Машвуэль север. Север борз. Просто интересно, ты не похож на мусульманина. Я под запись говорю, как ты понимаешь, в отличие от тебя, у меня немножко положение, у нас с тобой неравные, ты можешь что угодно писать. Но я тебе скажу, что у евреев и мусульман похожесть не публично проверяется. Так. Да, я его поддерживал, но я не мусульманин, говорит патриот. А, ты не мусульман. Так, а какого тогда рожна ты меня спрашиваешь? Какой я религии, какой я это, похож я на мусульман, не похож? Какое, как говорится... А Саддама Хусейна знаешь, кто поддерживали? Обычно россияне поддерживали, и россияне ГРУ военные поддерживали. Они курировали Саддама Хусейна, они курировали Башара Асада. Вот эту всю грязную работу советского, еще с советских времен, делали военные российские. И обычно все, кто связан с ФСБ, с ГРУ, вот они своих детей там Саддам называли, там Саддам, там туда-сюда. Мерзавец был Саддам. Без войны не отдадут они Грозный, по-моему, как ты думаешь? Смотри, Грозного давно уже нет. В 1997 году парламент Чеченской республики Ичкерия переименовал город Грозный в город Джохар. Это уже не город в честь Ивана Грозного, крепость, которая была построена. Так, чтобы ты понимал, да? И нам недостаточно одного города Джохара, нашей столицы. Наша республика должна быть освобождена. Не знаю, с войной или без. А у тебя есть возможности воевать злой ночи? У тебя есть возможности освободить нашу территорию? Мы здесь, мне вот, знаете, очень интересно бывает наблюдать, когда мы здесь не можем показать свое лицо, мы не можем написать комментарии, мы не можем открыто выступить. У нас родственники в заложниках, у нас через одного похищенные, убитые, похищают, стучат. И, короче говоря, в заложниках народ находится. И вся территория полностью под тотальным контролем. И когда вы говорите, мы войной что-то освободим, мне хочется всегда задать вопрос, как? Вы опять хотите поднять народ, и чтобы его снова уничтожили? Я против этого. Нам нужно добиваться международного признания. Государство у нас есть, территория есть, народ есть. Да, юридически все основания для этого есть. Мы должны добиваться признания. Нас здесь, может быть, треть, может быть, четверть в Европе, на Западе находится чеченцев. Мы должны объединиться и заниматься тем, чтобы нас признали, становиться сильнее. Мы играем в долгую. Да? У нас ведь нету сейчас армии, чтобы поднять там. Вот в Украине 800-тысячная армия, она уже сколько лет сражается, не может
победить эту орду? У нас есть 800-тысячная армия с такой поддержкой? Нет. У нас есть 80 тысяч армия? Нет. У нас есть 8 тысяч армия? Нет. У нас есть тысячная поддержка, которая есть у Украины? Нет. О чем вы говорите, я не понимаю. Вы хотите снова опять кровь, опять огонь, опять уничтожение? Нет, я против этого. Ну, я-то всего лишь такой же, как и вы, рядовой человек. У нас есть власть законная, легитимная, которая прошла огонь и воду, и ужасы всех войн в лице президиума правительства. Туда входят уважаемые люди. Они тоже против? Они говорят, нет, мы должны сейчас заниматься юридическим, правовым, политическим признанием. Вот чем мы должны заниматься. Мы должны стать грамотными, сильными, богатыми и с юридической, с правовой, политической стороны решать вопрос. Настанет время, когда у нас будет силы, когда мы будем юридически и политически подкованы, вот тогда мы можем разговаривать о деоккупации не одной нашей столицы, города Джохар, а всей республики. И это произойдет. И это произойдет в ближайший год, два, три. И именно чтобы этого мы не добились, политического признания, нас хотят опять вергнуть в огонь. Те, кто обычно это говорит, те, кто сбежал от войны, те, кто предавал нас, те, кто говорил, что мы часть России, что сдавал всех своих соратников. Вот кто говорят сейчас про войну. Поэтому давайте мы не будем пока про войну говорить. Кто хочет воевать, есть вот в Украине театр боевых действий, военных действий. Пожалуйста, едьте там, сражайтесь, набирайтесь опыта, набирайтесь там соратников, друзей, оружия. Готовьтесь. Ведь нам, конечно, нужна и армия нужна, и спецслужбы нужны. И они обязательны для нас. Как-то так. Сколько лет вы живете в Германии? Я уже, наверное, лет 10 уже живу. Да, где-то так. Если Израиль прав, то почему вся Европа не согласна с их политикой? Ну, я не знаю насчет всей Европы. Я не думаю, что вся Европа не согласна. Ну, знаешь, и чеченцы правы. На своей маленькой территории чеченцы сражаются как никто и никогда в истории человечества. Мы не нарушали ни правил, ни обычаев ведения войны. Мы не нарушали никаких международных правил. Мы отстаивали только свое. Мы ни одну пядь русской земли не претендовали. Мы правы? Правы. А почему весь мир против нас? Почему весь мир помогал России? Почему весь мир называл нас, повторяя за Россией, что мы террористы, исламисты? Почему ей помогали, с ней торговали, Путина принимали на самом высшем уровне? Почему? Это касательно, кто прав или нет. Не обязательно тебя будут поддерживать, если ты прав. Каждый преследует свои национальные интересы. Каждая страна, каждый политик, каждая спецслужба. Да, тут, мне кажется, уже по факту политиков и не осталось. Тут все какие-то спецслужбы используют какие-то свои там игры. Поэтому, а так... Здесь есть в Европе и антисемитизм. Глубокие христиане не любили давно иудеев за то, что там, хотя Иисус был евреем, что вот они там Иисуса там распяли, что они плохие, такие, сякие. И именно из Израиля, из Иудеи и Самарии когда-то именно римляне разбили, разрушили тогда евреев, изгоняли их оттуда, убивали их оттуда. Испания их ненавидели, тоже преследовали, мусульмане их там защищали, принимали у себя, та же Османская империя принимала их. И сейчас мы видим, такие тоже из Испании происходят антисемитские вещи.
Евреи, мне кажется, народ, который заслуживает нашего уважения и нашей поддержки. И то, что они сегодня сильными стали, относительно, конечно, сильными, это говорит о том, что они все делают правильно. И у них большие проблемы тоже есть. Я не думал, что у них такие проблемы, но у них тоже. Я думал, я тоже был подвержен пропаганде, я думал, что у них там все идеально, все евреи богатые, все евреи там умные, сильные и так далее. Нет, к сожалению, не так. И поэтому есть антисемиты, есть люди, которые играют на чувствах. Много здесь так просто не объяснишь за раз это все. Много здесь причин и факторов, которые влияют на отношение к этой ситуации. Кто-то торгует с арабами, кто-то... Много вещей здесь. Так. Хульш мабать и уэй барт бохо. Малика, хама өздю. Молодец, Малика. Так. А ты поедешь воевать, если начнется освобождение Ичкерии? Это тоже, смотри, 95, 95, 95, 95. Короче, это такой запатентованный, да, признавший себя, холопом России, спрашивает меня. Я же тебе только что объяснял. Я за то, чтобы мы не воевали. Можно мирным путем доходить. Происходит переформатирование всей архитектуры мировой безопасности. И нам нужно занять правильную позицию в этом новом мире, который будет. Понимаете? Нас чуть больше миллиона. Нас меньше даже, чем евреев. Понимаете? И нам нужно занять свою нишу, свое место нам нужно занять в этом мире. Вот и все. Понимаешь? Так. Здесь Израиль. Так, это Хульш Мабат и Барт Худичевой. Почему бать ночи? Дербук, сам бу барт. Хагаск штуй злой ночью. Хагаск штуать, а сахуиц барт бук, сахуиц кисум дацк. Хабусал болат даца, армян вола даца, ночи вола, ичкерин, духалвоч, ночи, мяш ноччен, духалваца, сахуиц кисум дац. Но если ты рассказываешь, что ты ичкериец, что ты там за свободу, за это, за то, но при всем при этом ты зарабатываешь бабки, лжешь, обманываешь. Савицу бартхирбу. Как я могу с тобой? Это значит, я с тобой не мирюсь, а я предаю тех убитых, более 250 тысяч наших граждан. Я предаю свою Ичкерию, свой народ. Я на это не могу пойти. Понимаешь, у меня лично, как сегодня Аят сказал, нету никаких ни с кем ссор, конфликтов. Я многих вас, которые здесь этими делами занимаются, знать не знал. И лучше бы не знал бы их вообще. Понимаешь? Поэтому Барт Хирбу с настоящими чеченцами. Пусть он ошибается, пусть у него другое мнение, но он не предатель. Вот Хирбу Барт. Никаких вопросов. А как с предателем мириться? Я так не могу себе позволить. Я слишком много уже положил на этом пути и слишком много на кон поставил, чтобы отказаться и сказать, да, хорошо, мы тогда с предателями помиримся. И даже если бы это произошло, это не конец истории, вот в чем проблема. Если даже с этими предателями помириться, понимаете, это катастрофа для нашего народа. Это геноцид новый. Понимаете? Эти предатели привели нас к 2 русско-чеченским широкомасштабным вот этим войнам. Понимаете? Поэтому у меня нет никаких проблем, особенно личных у меня нет ни с кем.
И у меня нет никаких проблем с чеченцами, которые стоят за свою свободу и независимость. Никаких вопросов у меня к ним нет. Но если ты предатель, если ты за Россию, если ты говоришь одно, сам зарабатываешь, хочешь людей обмануть, я не для этого здесь сижу. У меня было много возможностей уйти с этого пути, продастся, мне много чего предлагали. Мне это не нужно. Я уже много потерял, чтобы... Да даже если я ничего не потерял бы, я бы не смог на это пойти. Я не для этого вышел. Это не мое, понимаете? Не мое. Это принадлежит чеченскому народу. Молодчина, очень правильный ответ. Спасибо, Север, спасибо. Даже Дональд Трамп подтверждал, что Израиль ведет геноцид. Кто такой Дональд Трамп? Он что, юрист? Он кто? Он доказывает. Смотри, над моим чеченским народом был геноцид. Я тебе как юрист, я тебе это со всей ответственностью заявляю. У меня есть все основания. Если будет суд, я приду в суд, и я это докажу. 100%. Понимаешь? Я не видел в секторе Газа геноцида. Да, может быть, там были военные преступления, отдельные там какие-нибудь там случаи. Но я не видел геноцида там, что убивали только лишь потому, что вот это коммунисты, или это мусульмане, или это арабы. Не было такого. Да, шла война, первые, кто напали, мы знаем. Это мы все знаем. Поэтому, если Дональд Трамп сказал, для меня это не последняя там инстанция и истина в последней инстанции. Нет. Да, Дональд Трамп это президент величайшей страны. Ну, может, и то я никогда не слышал того, что ты говоришь. И это всего лишь его мнение. Дональд Трамп сегодня одно говорит, завтра другое, мы это уже слышали. Понимаете? Поэтому... давайте мы не будем говорить про какой-то там сектор Газа, там еще что-то. Хотя это, конечно, важно. Мне все люди не безразличны, мне всех жалко. Но давайте говорить про геноцид чеченского народа. Давайте об этом говорить. Почему ко мне вы заходите, я еврей или я араб, что вы мне такие темы задавали? Объясните мне. Я чеченец. Задавайте мне вопросы про чеченцев. Понимаете? Вот что мне важно. Понимаешь? А зайти ко мне спрашивать, а геноцид ли там, Трамп сказал это, ну, Трамп много чего сказал. И так далее. Поэтому меня волнует то, что делает с моим народом. В первую очередь. Меня и другие волнуют, но в первую очередь меня это волнует. А если вы боитесь говорить об этом, понимаете? Если вы боитесь об этом говорить, то, что сделали с чеченским народом, ну, тогда идите и дальше там занимайтесь своими делами. Так, я смотрю, здесь вся ГБшная. Вот просто посмотри, вот такое вот совпадение, что вы постоянно, русские, которые нас убивали, геноцидили, и вот те, кто сейчас заступается там про какой-то геноцид, там в секторе Газа там рассказывают, почему-то вы всегда на одной стороне оказываетесь. Странно, да? Арабы, друзья русских, тоже интересно. Почему так? Так... Почему вы не можете быть реалистом и признавать военные преступления Израиля? Нет, давай больше мы не будем про Израиль много говорить. Я же тебе объяснил все. На Израиль напали, убили людей, женщин, детей убили. Вот это был акт геноцида. Там убивали за то, что они евреи. Понимаешь, если с юридической стороны рассматривать, не эмоциональной точки зрения, а с юридической точки зрения. Это был акт геноцида. Там убивали людей за то, что они определенной национальности. Да? Вот их за это убивали.
не бомбами, случайно там пытаясь убить какого-то там военного, убили нечаянно там женщину или ребенка, что недопустимо, ну такое бывает на войне. Убивали просто с автоматов, прицельно, сжигали, там много чего было. Есть видео, все это можно спокойно посмотреть. Вот и все. И давайте поговорим, я же уже объяснил, перейдем к другим темам. Так, Игорь Киев. Уважение тебе, честный человек. Спасибо, Игорь. Слава Украине. Адыге, уэй. Адыгея. Уэй. Приветствую, братья Адыги. Так. Вот. Патриот к нам хочет зайти. Давайте посмотрим, что там. Патриот. Только недолго я буду, хорошо? Я хочу так сам пообщаться, посидеть. Ну, давай тебе, ты же у нас топил за Израиль, да, за сектор Газа. Давай послушаем тебя. Где ты там, патриот? Куда пропал патриот? Нету больше патриота. Так, что, закончились вопросы? А? Волки Кавказ задаем. Сейчас мы попробуем. Фанаты высокого уровня заслуживают отдельного внимания. Тут пишет. Длительность эфира 25 минут. Да. Это все не успею прочитать, потому что тут все перечитать, понять, это очень много времени потребуется. Так. Что-то я не могу тут разобраться. Цель. Вообще столько всего самого. Так, Дмитрий Кириллов к нам зашел. Дмитрий Кириллов, это который, или тот Кирилл Дмитриев, который на переговоры ездит.
Так, здесь можно улучшение делать, можно эффекты, например, вот такие. Так, убираем. Ну что вы, друзья, спите уже, да? 12 часов уже время. Диас, Хуненс. Молодец. Так. Слушайте, вот который постоянно мне там вот уже в секторе Газа войны нет, там все нормально, налаживается вроде бы, хоть там иногда постреливают. Почему вы про чеченцев ничего не говорите? Вот объясните мне. Где вы там? Где там этот, который заходил, очень интересовался? Почему про чеченцев не говорите ничего? Ну все вышли, тишина, короче говоря. Наверное, чувство обездоленных ты живешь. Никуда не придет. Ничего не понял, трубочист. Россия или Украина? Украина навсегда. Forever, то есть. Украина навсегда. Так, новости, это фан-клуб. Это зона фан-клуба. А что, кто сейчас-то смотрит? Как нам посмотреть, кто нас сейчас смотрит? Так, я вас всех вижу. Куда, кстати, делись все вот эти блогеры и так далее? А? Скажите мне, куда делись разные блогеры, которых здесь полно было, там сплетни, слухи. Видимо, оплата закончилась, да, уже деньги не переводят. Или всех депортировали уже, всех зачистили. Я что-то пропустил, наверное. Наверное, я что-то пропустил, Дима. Так, Муслим как нам зашел. Муслимка. Я это Муслимка.
интересовать. Что-то непонятно. Что за обои? ИИ обои. Твори вместе. Используя ключевые слова, что искусственный интеллект сгенерировал нужные обои. Когда ИИ обои появится в эфире, догасит 8. Да нет, это тоже неинтересно. Ну, что вы думаете, друзья? Что в Украине сейчас намечается? А? Так, да. Ну, троллятина всякая заходит. Украина проиграет, думаю. Нет, Украина не проиграет. Украина уже выиграла. Украина уже выиграла. Украина уже победила. Россия проиграла. Россия проиграла. Каким образом? В смысле, каким образом? Украина отстояла свою свободу, независимость. У Украины 800-тысячная армия. Сегодня, например, Скобеева у себя там написала в социальной сети, что когда они вторгались в Украину, у Украины было 250-тысячная армия. Широкомасштабно вторгались в 2022 году. Сейчас у него 800-тысячная армия. В 2022 году у Украины была не очень обстрелянная армия. Сейчас они прошли огонь и воду. Это суперспецы, суперспециалисты, суперсовременным оружием и технологиями. Идет уничтожение российской вот этой банд-армии. И именно поэтому Россия бросает весь свой вот этот, нельзя, конечно, так людей называть, но вот всех бичей, бомжей, там, что там собирает, все бросает. Сперва туда пошли просто оболваненные патриоты. Эти оболваненные патриоты все были зачищены. Патриоты. Потом границы 91 года. Ну, дело же, знаешь, идет война, страшная война, тяжелейшая война. Россия потеряла уже более там 1 миллиона человек убитыми и ранеными. Там 1 300 000 уже, я уже давно не слежу, сколько там убитых. Поэтому в этом смысле, конечно, по щелчку пальца Украина не может сразу разбить вот эту орду, которая идет. Но Россия оттягивает свой конец, бросает вновь и вновь своих вот этих бандитов вперед. Ну, уже все поняли, что ФСБ уже сливает военных. Все на России даже это поняли. Поэтому давайте, как говорится, цыплят по осени считать. Понимаете? Так что никаких шансов нету у России победить в этой войне. Россия вступила в войну, стратегически проиграв ее. Понимаете? Стратегически ее проиграв, она вступила. Она не может ее выиграть, эту войну. Просто не может. Понимаешь? Ты видел секретный разговор Уиткофа? Нет, я не видел этот разговор. Но смотрите, эти разговоры, они по большому счету
Ну, какую-то роль они играют, но на самом деле секретные разговоры мы не увидим и не услышим. Понимаете? А, Я убежден, у меня для этого есть основания. Россия ФСБ сдает позиции. Она скидывает балласт, который, чтобы выкарабкаться из этой ситуации, ей нужно убить как можно больше украинцев. Вот единственная надежда русских ФСБ убить как можно больше украинцев, чтобы они устали, сдались, выдохлись и так далее. Украинцы не выдохнутся. Да, они устали, просто смертельно устали. И это просто только тот поймет, кто видел, что такое война и что это происходит. Но что это такое видел. Но Украина имеет финансовую поддержку, понимаете? Если у тебя в тылу семья, мама, папа, дети, жена накормлены, сыты, и они в безопасности относительной хотя бы, то воевать это одно удовольствие, если у тебя есть еще оружие, постоянно тебе подвозят и так далее. Поэтому 800-тысячная, говорят сейчас, украинская армия, может быть и больше, огромное количество резервистов, опыт, финансы есть какие-никакие. Да? Украина же не сама воюет, как мы понимаем. Многие помогают. Поэтому Украина не сдастся. Россия рассчитывает на то, что она сдастся. Путин, ФСБ рассчитывает. И она сдает. И этот мир, он несправедлив. К большому сожалению, он несправедлив. Весь мир должен был объединиться, остановить это кровопролитие, вести войска, там, я не знаю, дойти до Москвы, наказать преступников, бандитов. Но мир выторговывает себе какие-то преференции там. Ну, так вот. К сожалению, вот таков вот наш лицемерный мир. И все так поступали, понимаете? Когда нас уничтожали, все так же себя вели. Все советские республики себя так же вели. Это вот такая вот тема. Но победить Украину невозможно. В этом раскладе сегодняшнем победить нельзя. России нельзя победить Украину. Не может она победить. Никогда не победит. Блумберг опубликовал. Говорит, Джамал, Блумберг опубликовал то, что ему разрешили опубликовать. То, что журналисту спецслужбы слили, то он опубликовал. Давайте немножко по-взрослому смотреть на вещи. Добрый вечер. Роман Джобаги назвали. Добрый вечер. Но я вижу, наоборот, сейчас Россия давит. Говорит, ну, давит. Что она давит? Вот смотрите, сейчас Купянск, да, или Купянск, они говорили. 30 тысяч населения. До войны было 30 тысяч населения. Ну, что это за город? Вторая армия мира, задействованы просто все средства, все брошено просто против Украины. 30 тысяч населения, ну это смешно. И то, это не город захватывается, это захватываются руины, кирпичи какие-то. И война как идет? Украинцы создали так называемую мертвую зону. Мертвая зона там 20-30 километров, 15 километров, не знаю. И там мышь не пройдет, птичка не пролетит. Украинские на одного человека, на одного оккупанта, 3-4 дрона украинских там шастают. Никаких шансов нет. И когда с такими потерями, знаете, я одному тут немцу рассказываю, ну это было еще в прошлом году, и он говорит, вот русские наступают, там у них что-то получается, да, ну, все же в эти сказки пропагандистские верят, здесь тоже их распространяли, сейчас уже поменьше. Я говорю, а ты знаешь, что каждый день русские теряют убитыми и ранеными около 1000 и более человек. Тогда как раз даже больше было, 1200, 1500 там доходило. И у него глаза вот такие стали. Не может быть. Я говорю, вот я тебе показываю ему. Все кадры, то, что все сообщается. И говорит, ну тогда это не победа, это пирова победа. О чем вы говорите? Люди погибают. За что? Русские. Я просто не понимаю, как вы до сих пор, да, по инерции, может, вы еще там обида, ненависть там какая-то.
Но можно же осознать, вас утилизируют русские, вас. Не до последнего украинца война идет, до последнего вот этого вашего орка идет. Понимаете? ФСБ всех уничтожит. До единого она уничтожит. А потом сдаст Чукотку, Якутию. Уже сдала Чукотку, Якутию, Дальний Восток Китаю, Чукотку, Якутию Соединенным Штатам. Между Аляской и Чукоткой под Берингом проливом будет тоннель. Вы же видели, Маск подземные вот эти тоннели строит? Это нам все просто не рассказывает. Но самая главная борьба будет предстоящая. Она будет за Арктику. А Арктику, почему Трамп пришел и сразу сказал, Канаду присоединим, Гренландию присоединим. И сейчас какие-то там телодвижения на Аляске с Чукоткой происходит. А Илон Маск делает какие-то туннели, где будут скоростные там машины передвигаться, там что-то туда-сюда. Понимаете? Ведется работа по тому, чтобы огородить Китай и другие страны от Арктики. Арктикой будет заправлять Соединенные Штаты, Канада будет уступать, все северные страны, Норвегия. Ну, это все друзья, младшие братья Соединенных Штатов. Берингов пролив перекрыт, китайцы не смогут пройти до Арктики. Гренландию, помните, он говорил про Гренландию? Все, там уже база стоит. Нам сказал, Гренландию захвачу, там, куплю, завоюю, третье, десятое, такие. Раскачал эту ситуацию. Все, американская база уже строится. Все, никто к Арктике подходить не будет. Арктика это, я не знаю, новая золотая жила, которая будет на ближайшие там 100, 200, 300 лет. Там только льды таят. Только они таят. И земли открываются. А там огромные просто полезные ископаемые. Америка имеет, как и Великобритания, очень мощный флот. Ну, несравнимый, конечно, с Соединенными Штатами. Ни у кого. Америка собирается быть, как мы знаем, 70% на Земле это моря и океаны. Так вот, Соединенные Штаты это владычица морская будет. Понимаете? Если у вас есть контроль над 70% морями и океанами на Земле, то что есть, то все остальные 30% вы можете влиять и контролировать так или иначе. Поэтому здесь ситуация такая. Работа ведется не просто против России. Там. Россия все сдает, ФСБ сдает, Путин сдает все. И, конечно, с ним будут разговаривать. Конечно, если ты приходишь, падаешь на колени, как когда-то там Иван Грозный там падал на колени и полз до шатра монгольского хана, конечно, никто его не будет там прогонять. Ползи, принес, молодец, что еще надо? Все, давай, погладили по голове, иди дальше. Вот и все. Идет очень большая игра. Очень большая игра. Поэтому, так что не волновайтесь. Все хорошо, да, все хорошо. Помните, как в бой идут одни старики, когда подбили там этого? Тот, что там, как там? И тот падает, его сбили, он говорит, все нормально, падаем. Вот, все нормально. Русня ушла в крутое пике. Да. Так. Смотри, Виска Эльбарса, то, что ты там рассказываешь, что у них в армии дезертирство большое, там, это ваши мечты. Вы мечтаете, что украинцы бегут, что у них там... Конечно, есть дезертирство, многие устали, многие бегут. Есть пророссийские много товарищей, там тоже в огромном количестве были. Многие не хотят в этой войне участвовать. Их тоже можно понять. Разные есть люди. Хотя... Такая вот сложившаяся ситуация. И что из этого?
Вы думаете, кроме украинцев там никто не воюет? Там со всего мира добровольцы едут. И знаете, все нормально, не волнуйтесь. Не волнуйтесь, все нормально. Из-за того, что там Аляску сдают, ну, вернее, там Чукотку сдают, там Арктику сдают, много чего еще сдают. Иран сдали. Что сдали? Армению, верный многовековой союзник был на Кавказе. Армению сдали, Сирию сдали, Иран сдали, что еще сдали? Ну, все сдают, все, просто все ФСБ сдает. Понимаете, Путин, Патрушев, они сдают все. Им нужно протянуть, как-то продержаться. Против, если бы Америка воевала бы, на самом деле она воевала бы. Вот сейчас, например, начали русские бить по гражданскому населению. Сразу же прилетели атакамсы. Атакамсы — это очень серьезное оружие. Американское оружие. Скорее всего, операторами являются американцы. То есть, американцы напрямую уже бьют по России. И это вообще цветочки. Томагавки не применялись. Там 1600 томагавков за один залп можно нанести удар. Понимаете? 1600. И просто эти томагавки могут нести малый ядерный заряд. Не говоря уже, что просто неядерные, очень мощные заряды тоже несет. Путина уничтожить, Патрушева уничтожить, их все семьи уничтожить, их всех вычислить. Это вообще не проблема для американцев, понимаете? Сейчас мир изменился, и все прекрасно Путин понимает. Путин они все прекрасно понимают. Не будет той России, о которой вы мечтаете. Зачем вы мечтаете, что украинцы побегут и так далее? Примите действительность, признайтесь себе, понимаете? Признайтесь. Не убивайте украинцев, перестаньте поддерживать эту войну. Если вы реально что-то хотите изменить, не ждать, пока до каждого из вас дойдет очередь и вас бросят в украинскую лесопосадку. Выходите, свергайте свою власть, проводите люстрацию ФСБ. Самый главный враг русского и всего российского народа — это ФСБ, это КГБ СССР. И Украины тоже это враг. Это КГБ УССР зазывало эту российскую бандармию. Они новыми дворянами, у них, знаете, такая идея фикс была, что они новые дворяне, их здесь на Западе примут, английские там дворы, королевские семьи, аристократические примут их, они будут там супер туда-сюда. Но для этого нужна была Киевская Русь, киевская история, потому что у русских ее нет. Обидно это, не обидно, но нет. Русские — это искусственный этнос, как и язык искусственный, как и американцы. Понимаете? Но американцы образовались добровольно, свободные люди сами. А Россия, русские формировались из угнетенных этносов. Чудь, медь, там сколько там разных, всех и не перечислишь, да, вот эти все маленькие народы, народности, коми, и так далее, и так далее. Их всех просто перемололи, перемешали. Посмотрите на русских. Русские от блондинов голубоглазых до азиатов. Это все русские. Понимаете? Это о чем говорит? Это объединенный такой, империя завоевывала и давала и язык русский искусственный. Это факт, вы должны с этим смириться. Я же не оскорбить хочу вас этим. Я хочу вам это просто сказать, почему это так произошло. И если вы реально честны, вы должны это признать. Сами с собой. Мне это не нужно, мне какая разница. Хотите, верьте, что вы великий какой-то там древний русский народ. Нет никакого русского народа, понимаете? Нет никакого древнего русского языка. Есть славянский язык, а русский язык формировался из староцерковного, из болгарского,
языков формировали, писали. Кирилл, Мефодий там что-то там придумывали, дорисовывали. Кто там еще у вас? Ну и так далее. Так сложилось. Я в этом не виноват. И я не пытаюсь никого оскорбить или унизить этим. Факт, исторический факт. Нужна была, у украинцев есть свой язык, есть своя земля, есть своя настоящая история есть. Вот они в этой истории, у них свой, да, Киевская Русь, это их, а без нее никак. И вот начали вот без Киевской Руси, без нее не получается дворянство, не настоящее, фейковое. А это все понимают богатые и успешные ФСБшники. И они решили сделать новую империю. Они так не пойдет. Не дадут вам сделать новую империю. Уже не дали. Поймали за пятачок. Влезли в калашный ряд. Хрясь поймали. Да, украинцы могли пасть, сдаться могли. Но сейчас уже этого не будет. Вначале могли. Рассчитывали, что так и произойдет. Но этого не произошло. Вот теперь Украина будет управлять Россией. Понимаете? Все, что когда-то было русским, пусть это будет настоящей Киевской Русью. Но только это будет управляться из Киева, пускай будет. Украинцы не такие имперцы, не фашисты, как русские. Хотя у всех всего хватает, но в основном нет. Только по факту, что они избрали себе еврея президента. Понимаете? На России это невозможно было бы. Человек, который говорит, что он еврей, его избрать, это невозможно было бы. Это говорит о том, что в украинцах нет этого. Вот эти пусть люди управляют, пусть везде будет украинский язык, прекраснейший, звучащий просто как, знаете, как мурлыканье, прекраснейший язык. Пусть будет вместо русского. Хотя для меня, например, это немножко дискомфортно, потому что я по-украински приходится напрягаться, чтобы понять, что говорят. А по-русски я легче понимаю, лучше понимаю. Как-то так. Дякую за підтримку. Илья, можете не благодарить. Я говорю правду. Я не хочу их реально обидеть. Я не говорю им, чтобы там их задеть в чем-то, оскорбить их в чем-то. Нет, ни в коем случае. Мне их уже жалко. Реально, я на них был очень зол. За то, что они с нами сделали, за то, что они с вами делали. Просто был зол. Мне их жалко, искренне я уже понимаю, что просто их утилизируют. Они проиграли. Конечно, украинцев тоже украинцев мне больше жалко, потому что украинцы-то страдают только за то, что защищаются. Но и их тоже мне теперь жалко, потому что все, конец. И самое главное, они еще что-то пытаются что-то доказать, там что-то нам рассказывают, что там кто-то бежит, сейчас они победят. Там. Победят, убьют они всех украинцев. Чего добьются русские? Понимаете? Вот просто необъяснимо. Братьями еще называют украинцев. Мы, да, любим, мы братья там, туда. Так за что ты брата убиваешь-то? Мать твою, за что? Как это так? Это что за такая мораль? Что за понятие у людей? Как это так? Называть человека братом, убивать его, это еще хуже, чем просто человека убиваешь. Брата убивать. Даже если он не брат, называй его братом. Это такое вероломство, такое скотство. Просто невероятно. Поэтому им нужно понять, остановиться, сказать, стоп. Самая большая проблема всех наших советских людей – это КГБ СССР. Понимаете? КГБ СССР. Мы не провели иллюстрацию после развала Советского Союза. Мы их оставили на местах. Ничего нельзя. Вот за это мы платим большую цену. Мы, чеченцы, заплатили огромнейшую цену. 30%, около 30% наших граждан убито. Вот это КГБ развязало. Потому что ей нужно было грабить советское КГБ, нужно было грабить Советский Союз, все нами нажито. Вот они отвлекали, идите вон там,
чурки какие-то, давайте их мочите. Посылали на нас. Вот такую Ичкерию они уничтожали. Представьте себе, сплошной концлагерь. И меня, когда они заходят, мне про какой-то сектор Газа рассказывают, про какую-то там Палестину мне рассказывают. Вы, люди, которые говорите на русском языке, вы все причастны к тому, что вы сделали с чеченским народом. Все. Все россияне до единого. А не россияне просто за то, что молчали, причастны. Вот у меня вот возникает тогда вопрос, как это так? Вы что, вообще что ли? Вам пропаганда рассказала, что там что-то происходит. О, побежали туда. А некоторые мусульмане российские меня вообще поражают просто. Тут наши кавказские соседи, как на заработки нас убивать, как сейчас русские ездят убивать украинцев, соседи к нам приезжали. Братья мусульмане, кавказцы, ох, свободолюбивые, чурки, нас всех чурками называют, а они нас ездили убивать. И теперь они там какой-то там вспоминают, что-то там в секторе Газа, там Израиль там не туда бомбу кинул, еще там что-то сделал. Рассказывают. Да, жалко, всех жалко людей. Но, знаете, надо сперва в своем глазу соринку увидеть, а потом уже дальше смотреть. Поэтому правду говорить легко, Илья. Правду говорить легко. Спасибо. Они не смирятся с этим. Смирятся они, или они никуда не денутся. Они потерпели катастрофическое историческое поражение, которое они должны были. Должны были. Это слишком долго затянулось. Сколько они горя принесли украинскому народу на протяжении всей истории. На протяжении всей истории более 300 лет вот эта фашистская, вот эта русская империя, как установилась, она убивала нас, чеченцев. Нас сейчас, по подсчетам, должно было быть около 40-50 миллионов чеченцев. Когда мы первый раз с ними познакомились, в 1725 году, когда Петр I на острове Каспийском море, на острове Чечен, после того, как разбили они Астраханское ханство, они шли в сторону Персии. Персы шли на Кавказ, вот эти ворота между трех морей, Каспийское, Черное, Азовское море, Кавказские ворота в Европу. Империя вот эта персидская, они двигались в эту сторону. Ну и эти двигались в сторону Персии. Походы на Персию это называлось. И когда эти походы, они до Персии не доходили, Персию боялись. Но они всех, кого не успели персы разграбить, захватить, они захватывали. Вот эти, кто жил в Европе, вот это Голландия, например, Петр I тогда был. И вот они двигались в нашем направлении, и вот мы с ними познакомились. Вот тогда нас было 2 миллиона человек. Через почти 120, по-моему, лет после войны, 100, может быть, 40 лет после вот этой первой встречи, нас осталось 120 тысяч. Представьте себе, из 2 миллионов. 6% осталось. Вы можете себе представить? Это чудо, что некоторые кавказские народы исчезли. Некоторые черкесские народности исчезли. Черкесов они уничтожали в огромном количестве. Ну, кто сопротивлялся, тех уничтожали. Мы сопротивлялись, черкесы сопротивлялись. Грузины сопротивлялись. Потом грузины захватили. У грузин тоже Дербан был. С Турцией там они дрались. Потом с этими. Потом оккупировали. И так далее. Понимаете? А сколько украинцев они? Только вот за последний 19-20 век сколько убили украинцев. Как они не то что голодомором убивали, когда Вторая мировая, которую начали те же КГБшники, НКВДшники, Сталин, Гитлер, это же НКВД начинала войну. Они же делили Европу. А кого? Потом они в пекло кого больше всего бросали? Украинцев бросали, белорусов бросали. Бросали в огромном количестве народы Средней Азии, Центральной Азии. Таджики, узбеки. Это огромно просто вырезали всех. Вы можете это представить себе? Просто, когда закончилась
Вторая мировая война в странах Азии, Центральной и вот, Средней Азии мужчин не было вообще на улице. Понимаете, вообще мужчины все просто полегли на этой войне. А у русских был прирост именно у русского населения. Да, потери огромные были, но с учетом прироста был прирост. Амало, баркалдал, савер. Спасибо. Вот такие вот дела были, друзья. Поэтому... Так, что скажешь о российских немцах? Кевин, российские немцы, русские немцы они до сих пор были, сейчас ты их аккуратно назвал российскими немцами. Я обратил одну тенденцию здесь у нас в Германии, они уже не российские немцы и не русские немцы. Казахские немцы, киргизские немцы, честное слово, мы так смеялись. Я раньше проводил чат-рулетку, общался там с разными, и мне попался какой-то парень. Может, мент бывший, не знаю. И, короче, он мне там, мы русские, там, туда-сюда. Я говорю, настанет время, вы будете татарами, украинцами, белорусами, кем угодно, но вы не будете русскими. Нет, мы там русские, там, туда-сюда. Это еще, по-моему, до широкомасштабного вторжения. Не, по-моему, точно это было до широкомасштабного вторжения. Если не ошибаюсь, короче говоря. Ну, короче говоря, вот тот час настал. Разные есть. Здесь многие пребывали в пропаганде. Понимаете? Здесь очень... знаете, раньше это общество, сейчас немножко тут ситуация меняется, оно было... немножко для лентяев. Да, можно работать, можно зарабатывать и так далее. Но если ты пришел, живешь на социале, тебе ровно, чтобы ты не умер с голоду, дают тебе пропитание. Ну и там можно где-то по-черному где-то подрабатывать, где-то там что-то там урывать и жить себе, не напрягаясь. В принципе, не впроголодь, сыто есть, спать где есть, и все нормально. Сейчас ситуация меняется. Но ты не можешь себе позволить машину, ты не можешь себе позволить шикарный дом, там, ну ты же на социале, ты самый нищий, практически ты нищий. Просто тебе дают, чтобы ты грабить не шел на улицу, тебе дают немножко на пропитание. И многие вот сидели, ну, в такой паразитический образ жизни вели. Нужно признать это. Ну, ладно, первое поколение, там, язык не знает и так далее. Ну, и уже... приезжают, делают справки. Многие же приезжали, и не немцы, как в Израиль. Некоторые едут, мы евреи, там, делают справки, где-то там в синагоге там, покупали, что-то как-то делали и приезжали в Израиль. Точно так же в Германию приезжали. Эта лавочка тоже прикрылась, как и в Израиле уже давно прикрылась, хотя тоже там свои проблемы есть. И тут тоже она прикрылась. И... был такой гонор, что мы их победили, а немцы, они люди спокойные, они не любят там драться, там, они по закону любят решать. Это не значит, что они трусливые. Не дай бог вы сцепитесь с немцем, который уже пойдет на вас, то он до конца пойдет. Поверьте, это танк, короче, еще тот будет. Но многие испытывали, что вот это шовинизм, что вот они великие, кто такая немчура. Ну, вот это мы же все это знаем, между нами говоря. Мы же прекрасно знаем, как было все. Ну и плюс велась пропаганда на русском языке, проблема с языком, конечно, и так далее. Хотя дети уже, они интегрируются, они языки знают, они учатся, получают образование, зарабатывают и так далее. И вот такая вот сформировалась такая определенная прослойка людей, которые посольство их поддерживало, они там, самое большое посольство в Берлине, российское, там, советское и так далее. И агентура в огромном количестве, стукачи, там, ГБшники и так далее, потомственные причем.
Поэтому были дезориентированы, и с ними не вели работу немцы. Немцы себя немножко считали виноватыми перед русскими и так далее, и так далее. И как бы, давали волю. И многое было запущено. То есть было оставлено на контроль у гибни. А гибни здесь много. И было, и есть. И было, и есть. И велась пропаганда. Из-под тишка, по чуть-чуть там закладывалась, играя на чувствах русских, на струнах их души, играли и использовали. И сейчас, мне кажется, начали просыпаться некоторые русские. Они начали понимать, по-моему, вот это наша родина, которая далеко, ты когда далеко, ты ее любишь очень сильно, далеко, ты же не знаешь, как тебе менты наркотики подкидывают, как тебя избивают, как на зоне убивают, там здесь этого нет. И ты думаешь, это неправда, это пропаганда, там единичные случаи и так далее, и так далее. Потому что ты там не живешь. Ты не хочешь в это верить. И сейчас русские начали понимать, мне кажется. Это хороший знак, очень хороший знак. Это не предательство русских. Ни в коем случае это не предательство. Это принятие действительности, реальности. Вот что самое важное. Это нужно понять. Россия сегодняшняя и вчерашняя империя, КГБ, она несет зло, абсолютное зло. И когда мы, чеченцы, об этом говорили, всем, и украинцам говорили, все там, ладно там, что чеченцы там, они такие неспокойные, буйные и так далее, и так далее. А вот сейчас уже все начали понимать. Поэтому я думаю, так называемые российские немцы, или казахстанские немцы, или какие-либо другие немцы, должны понять, это не предательство русских, если чтобы понимали. Это нужно понять, что предательство, то, что сейчас просто мясом гонят туда, сзади ставят заградотряды и расстреливают своих. Не только с пулеметов, с дронов расстреливают. Если украинский дрон не убил, то свой русский дрон убивает. Вот это предательство. Предательство называть кого-то своим братом и идти на него с войной. Понимаете? Вот что предательство. Вот что подло. Поэтому я думаю, конечно, некоторых не излечить здесь вот эту всю шовинистическую сволочь, которая здесь уже до мозгов, костей она уже пронизана. Всю ее не исключить, но я думаю, многие, по крайней мере, многие начали понимать, осознавать. Это хороший знак. Им нужно осознать. Потому что, зачем? За что? Для чего? Надо жить в мире. Как-то так, друзья. Сейчас, подождите, я смотрю, много здесь комментариев. Постараюсь сейчас. Так. Амалу, баркал тебе за подарки. Алейк салам, Амалу. Так, я потерял дом из-за России, но Херсон все равно выставит против оккупанта. 100%, Илья, это дело времени. Украина уже победила, понимаете? Вы сломали, вы даже не понимаете, что вы сделали, украинцы, до конца. Вы сломали миф о непобедимости. На самом деле, вот то, что сейчас Сирия освободилась. Смотрите, я смотрел одних там русских, военных, там, пропагандистов разных. Они говорят, что мы допрашивали украинцев 20-30 лет пленных. И они, говорят, прошиты вот идеологически просто неубиваемо прошиты, короче. Просто они убеждены в том, что у них, то, что они делают. И они прямо удивлены и восхищены даже этим. И 25-30 лет. Эти 25-30 лет, это, извините за нескромность, это наша заслуга. Мы, чеченцы, не должны были столько их удерживать. У нас не было столько сил их удерживать. Но мы их столько удерживали. Как раз эти 25-30, тот же Залужный и все остальные. Это люди, сформировавшие, хоть Залужный чуть старше меня, он уже за 50 ему, но
это человек, это люди, которые сформировались как личность, а эти 25-30-летние, 20-летние пацанва, 35-летние мужчины, это люди, которые сформировались, ну, в Украине, свободной Украине, не зная, что такое совок, не зная, что такое вот эта тирания. В Украине там президентов за одним пинками просто выкидывают, как только не понравится, да. Поэтому в этом смысле украинцы выстояли и выстоят. Но сейчас вот то, что украинцы сделали, они сломали хребет вот этой всей непобедимой суперармии, супер России. И это уже не заберешь, не отнимешь украинцев. Это имя в истории останется навсегда за украинцами. Они сломали хребет. Мы дали немножко времени украинцам взраститься, окрепнуть, стать идеологически сильными. Побеждают и не оружие, хотя без него никуда. Побеждает идея, побеждает воля, дух побеждает. Украинцы победили уже. Это уже не отнять ни у кого, навсегда останется. Сегодня мы видим, как это пишется величайшая история Украины. Величайшая. И вы, как знаете, когда вы подходите к горе, к высокой горе, вы не видите величину этой горы. Вам нужно отойти от нее. Величественность этой горы, огромность ее, масштаб. Вам нужно отойти, чтобы увидеть, насколько она грандиозна. Точно так же сегодняшние события мы даже оценить не можем, насколько они будут громадными, глобальными. И через 10 лет, через 50 лет это все будет осознаваться. Поэтому, к сожалению, мы живем в циничном, лицемерном, просто я даже не хочу жить в этом мире, настолько он противен мне, этот мир. Но мы в таком мире живем, к сожалению. И в этом мире, пока Украина сражается, пока мы сражались, украинцы укреплялись и дружили с русскими, тоже факт. Сейчас идет разбирание на запчасти всех сфер влияния России. И этот балласт русские ФСБшники, они главные, они скидывают. Еще раз, Сирия, Армения, Иран, тот же сектор Газа, вот эти все террористы, Хамас, Хизбалла, вот эта вся ублюдочная вот эта вся тема, это же полностью поддерживает советских времен, поддерживаемая вот этой сатанистской, КГБшной, ГРУшной, вот этой сворой поддержанной банды это были. Это их прокси-армии были, да, это как модно сейчас называть прокси. Их миньоны были, их частные банды были. И та же Арктика, еще много мы чего увидим, да, после всего этого. Поэтому, к сожалению, да, если меня спросить, конечно, нужно срочно вводить войска, срочно Украину, западные натовские войска, срочно наносить удары по Москве, срочно там утилизировать Путина и Патрушева, арестовывать, задерживать или ликвидировать. Это все нужно делать. Но придет какой-нибудь Иванов, Петров, Сидоров вместо них, если их ликвидировать, и он не захочет отдавать. Тут игра идет. Большая, глобальная такая шахматная партия идет. И украинцы это всего лишь такой один, такой важный, самый важный, всего лишь один эпизод в этой истории. Мир поделится на два лагеря, как когда-то стоял лагерь вот этого Варшавского договора и Западного. Сейчас будет Китай и все, кто с ними связаны, и Запад. И у Украины будет очень такое весомое, уважаемое место в этом всем. Причем будет это с мускулами. Украина будет еще лет 100 очень сильными мускулами. Армия, которая сегодня куется, уже выковывается, она будет дальше вот так стоять. Поэтому
и Херсон, и Крым, и все до единого будет возвращено. Более того, влияние на восточную... Вообще, я полагаю, это мои предположения, мои догадки, Россия будет разделена на 3 зоны. Это будет Европейская Россия, Сибирская Россия и Дальневосточная Россия. Часть уйдет Китаю, Дальний Восток, Сибирь, часть Дальнего Востока, Сибири, Курилы, Сахалин, все уйдет Японии. Вот почему там Трамп и японцы очень сейчас решают вопрос. Это все уйдет Японии. Якутия, Чукотка, потом Якутия, которая лежит уже от Берингового пролива, если смотреть. Это все уйдет американцам. Такой вот этот северный полюс, вот этот Арктику, все это будет взято под контроль американцами. Китай возьмет себе часть. Восточная европейская Россия, она останется за, скорее всего, европейскими странами и Украиной. Украина будет иметь влияние, будет управлять и так далее, и так далее. Мне вот так это кажется. Это я не придумаю, это план Бзежинского. Великая шахматная игра, по-моему, называется, или доска. Его вот вы можете почитать, это не секрет ни для кого. Вот такая вот будет разыгрываться. Сколько долго это будет длиться, не знаем. Мы не знаем. Может, это дорастет до глобальных там миллионных жертв. Супер какая-то война произойдет. Может, еще что-то произойдет. Потому что война такое, у нее свои правила, законы. Да, ты можешь сейчас начать. Вот они, например, русские планировали Ичкерию там быстро разделаться и потом пойти в Грузию, потом пойти уже в Украину и так далее. Но затянулось на 20 лет. Мы, оказывается, внесли, так сказать, коррективы в их планы. Поэтому коррективы могут быть внесены, но в принципе, в целом ничего уже не изменишь. Это как, знаете, когда с вершины горы снег сходит, когда эта волна идет, ты ничего не можешь сделать. Это такая мощь, которая на тебя идет. Ты можешь встать на лыжи, занять какую-то удобную позицию и попробовать получить удовольствие, скатываясь просто. Ну, или где-нибудь там сбоку где-то попробовать, чтобы тебя пронесло. И все. И вот такая вот ситуация происходит. Посмотрим. Все будет Украина. Не волновайтесь, как говорится. Так. Приветствую всех. Добрый. Очень интересно, я думала. Так. Туркменский народ тоже. Да. Дейрез Масанах, я думала. Он говорит Дейрез. Здорово, Аслан. Как ты? Сектор? Все отлично. Как сам? Хорошо, что убрал эту бороду. У вас так волнует мой этот, как его, волосяной покров. Один вопрос насчет бороды. Ну, давай, слушаю. Что там Трамп? Все нормально, Трамп. Акнаві, приветствую тебя. Дякую вам. И вам, Акнаві. Спасибо за поддержку. Каждый раз, когда вы заходите и вы нас поддерживаете, меня поддерживаете, в частности. Мне это очень нужно и важно. Спасибо вам. Ядерку как поделят делители территории. Я не знаю, как ядерку поделят. Я, знаете, если честно, я немножко сомневаюсь. Хотя мне обоснованно приводят факт, что у России есть ядерное оружие, все такое. Я немножко сомневаюсь, что у России оно еще эффективное существует. Оно не только должно быть как ядерное, но еще нужно иметь носителя. Ядерный доставщик должен быть. И с этим проблема у русских. Поэтому я не знаю, есть ли у них это ядерное оружие. Хотя, говорят, есть в огромном количестве и так далее. Вполне может есть. Но я думаю, если Россия все сдает, она и ядерку сдаст.
что не сдать-то? Зачем ей? Там ведь Путину своя шкура нужна. ФСБ, Патрушеву, им своя шкура, свои миллиарды нужны. Плевали они на русский народ, понимаете? Плевали. Если бы они не плевали на русский народ, когда Путин с Патрушевым приходили к власти в 1999 году, они бы не взрывали бы русские дома, русские метро, русские троллейбусы. Это все делало русское ФСБ. Понимаете? Патрушев сделал. В Рязани с поличными поймали. Все равно нас обвинили, нас бомбили, убивали и так далее. Но сам факт. Любой объективно здравомыслящий русский прекрасно понимает, что в 1999 году взрывы домов, которые проводились российскими спецслужбами ФСБ. И это не я говорю, не только я это говорю, об этом говорил и Литвиненко покойный, и многие-многие другие разные всякие там русские, в том числе ФСБшники, тот же Трипашкин, например, об этом говорил, и так далее, и так далее. Поэтому им на русских плевать. Понимаете, у них нет этого. Это они для нас используют. Там, ты русский, ты там украинец, ты чеченец. Религии используют. У них нет этого деления. Среди них есть и мусульмане, и христиане, и иудеи, и все это, и буддисты, и все национальности среди них есть. И они, это просто людоеды. КГБ это людоеды. Там всякие есть. С каждой твари по паре. Причем. И они зарабатывают, у них нету никакого сострадания, какой-то человеческой жизни, какой-то там эмпатии какой-то. Близко этого нет. Они хотят выжить, и они сделают все. Я боюсь, что они выживут. Их тут на Западе примут, они отдадут все, сольют все просто. И ядерное оружие сольют, и все сольют. А чтобы им мстить некому было, они побольше русских в огонь бросят, чтобы их под украинские дроны и артиллерию. И все. И русским некому будет мстить. С кого спрос? Они так нас уничтожали, чтобы мы закончились просто. Вот. А мы выжили. Мы выжили, и мы еще все поняли, все накопили, и у нас очень большие счеты к ним. 1600 ядерных боеголовок. Ну, говорят, Таня, и говорят, есть. Я не исключаю, что они есть. Я не исключаю. Но кто будет их применять? Ну, кто? Путин их применит. Но Путин все сдает. Он не применит. Никогда он это не применит. Я ненавижу Путина, ненавижу, говорит. А Путин это всего лишь один человек. Главный всех наш враг это ФСБ. Не только ФСБ, КГБ СССР, который в Украине находится, который в России находится, в Беларуси находится, в Азербайджане находится, в Казахстане находится. Вот эти все КГБшники, они остались. Кто-то больше, кто-то меньше. Они причастны вот к этой всей системе. И эта система есть главный наш бич и наш главный гонитель на протяжении вот последнего 20-го столетия и вот этого, начала этого. И это очень большой ресурс, который Запад не хочет от них отказываться. Они нами управляют. Понимаете, у них система выстроена уже 100 лет со времен ЧК, НКВД и так далее. И они управляют нашими народами. Своей агентурой, своими компроматами, своими там спецмероприятиями и спецсхемами. И вот вы, например, представляете Ми-6 или какой-нибудь Ми-5 или, я не знаю, ЦРУ, ФБР, там, что угодно. И вам приходит генерал какой, 10 генералов советских, российских, ФСБшных, и говорят, вот мы все отдаем, сохраните нас, сохраните структуру, мы вам подчиняемся. Вот в чем цинизм этого мира, что они согласятся, они скажут, ну пусть остаются. Наши интересы, что вот там чеченцев убивали, украинцев, да, если мы, конечно, будем силой, если мы будем четко понимать, да, кого-то мы сможем судить, привлечь к ответственности. Но по большей части, я думаю, они могут уйти от ответственности. Просто они присягнут снова, они еще в 91-м присягнули, они еще раз присягнут, всех сольют, все сдадут,
Военные 100% российские идут под расход, потому что они никто, и звать их никак. Это исполнители. Исполнители должны будут ответить за эти преступления в Украине. Ну и все. Я боюсь, что опять архивы пропадут, люстрации не будет, архивы пропадут, там где-то все это опять как-то замнется, какого-то козла там отпущения, стрелочника нам подкинут, и остальные там уйдут от ответственности. Боюсь, что и такой вариант тоже возможен. Да, Россия рухнет, все это поменяется, новая архитектура безопасности появится, мир изменится и так далее. Мы чуть-чуть вздохнем, мы сперва еще будем погружаться в эти войны, а потом наступит. Но мне важно, чтобы Путин, Патрушев и вот эта вся верхушка КГБ, ФСБ не ушла от ответственности. Но я могу только наблюдать и комментировать. У меня нет ни армии, ни спецслужб, ничего, чтобы как-то повлиять на это. Я только могу комментировать, только видеть, причем риском для своей жизни комментировать для этого, потому что меня тоже может в любой момент не стать. Потому что ФСБ понимает, насколько я для них опасен, насколько я их разоблачаю, сколько я их разоблачил. Поэтому посмотрим, что будет, но есть вероятность, что они могут уйти от ответственности. И справедливость в полном смысле этого слова не восторжествует на этой земле. К сожалению, в этом несправедливом мире. Ну, хоть так, хоть немножко заживем, да. А молдаване чому діяконі віруть? Є такі віруть, як моя мама все казала правду. Дякую вам, що ви добрі люди. Глянь мене відео. Так, ви правду кажете, дякую вам. Ви станово все народи. Мы, украинцы, жили с вами. Моя мама с Краснодарского края. Супер. Правда про войну обговаривайте. Прабабця жила в Приднестровье. А Дон? Что Дон? Антинегатив. Доны тоже? Нет, смотрите. Дон, если вы имеете в виду Рамзана Кадырова, это агент ФСБ. Это вообще никто для них. Это балласт, который будет скидываться. Сейчас его травят. Вы думаете, он мой ровесник, ему сейчас сколько? На год, по-моему, старше меня, 49 ему, по-моему, лет. Он не курит, не пьет. Да, по идее, хорошая у него медицина. И человек резко начал заболевать, когда вот все пошло на спад. И не смогли они, не шмогла Украину захватить. Все, его сливают, его травят. Я думаю, его травят, как Брежнева травили, и его уничтожают. Хотя, конечно, с его стрессами, с его болезнями, с его такими трудными рабочими условиями можно и рак подхватить, и чего угодно. И от этого никто не застрахован. Это я тоже не исключаю. Но по большей части он уже труп, он умирает, по всей видимости. Может, еще один вариант, он притворяется. Ну и делает, напичкает, что как будто вот он там больной был, ничего не соображал, и чтобы съехать потом на суде, чтобы было полегче. Может, с этим связано. Не знаю. Ну, может, реально умирает. Поэтому мы не знаем. Но Рамзан Кадыров и вот эта вся вот эта гоп-компания, это всего лишь агенты. Это никто для них. Есть новое дворянство, элита. Это ФСБ, это генералитет ФСБ. Для них ни русские, ни чеченцы, все, кто на них служит, они для них никто, это для них мусор. Это только инструмент для управления. И в любой момент они ими жертвуют. Понимаете, система работает, они оставляют. То, что Рамзан Кадыров там управляет, там его какой-то клан, там до сих пор на украинских каналах вы можете увидеть, Кадыров там это, все, туда-сюда. Нет, это ничего не правда. Да, он богатый, он в золотой клетке, у него он хороший исполнитель, верный слуга, добровольный слуга Путина, ФСБ, но он всего лишь слуга.
он пойдет в расход. У него нет никаких шансов уцелеть. Но нам хотят представить, что Кадыров является самым главным злом для чеченцев, а не Россия, которая оккупировала и убила 250 тысяч наших граждан и поставила этого Кадырова. И Ахмед Закаев, и вот эта вся разная пророссийская вот эта политпублика, они хотят перевести стрелки на одного Кадырова. Они хотят занять место Кадырова и занять, они тоже из этой вербованной агентуры, люди, работающие на российские спецслужбы. Они хотят занять его место и его миллиарды. Они и так в этой каше, они и так являются агентами, и на них крови не меньше, чем на Кадырове. Не поверите. Просто Кадыров честнее, чем, например, Ахмед Закаев. Ахмед Закаев – это лицемерие, умноженное в 1000 раз. Это человек, который на протяжении всего времени сдавал интересы чеченского народа и государства, притворяясь ичкерийцем, там, борцом за свободу и так далее. И где-то ему удавалось там людей обмануть. А Кадыров, прямо хоть говорит, какой есть. Поэтому они пытаются все перевести на наш внутренний конфликт, что Кадыров во всем виноват, Кадыров это все сделал. Нет, Кадыров ноль, абсолютный ноль по сравнению с Дмитрием Кечкиным. Вы знаете, кто такой Дмитрий Кечкин? Вы знаете, кто такой Дмитрий Кечкин? Вот вы многие не знаете, кто такой. Хотя я много об этом говорил, но кто меня смотрит, те знают, кто такой Дмитрий Кечкин. На сегодняшний день Дмитрий Кечкин – это главарь банды УФСБ во временно оккупированной Чеченской республике Ичкерия. Называется это УФСБ по ЧР, по Чеченской республике. УФСБ. Вот это Дмитрий Кечкин. Человек, который причастен к бостонскому теракту, который организовывал братьев, точнее одного из братьев Царнаевых, Тамерлана, которые совершили теракт. На моем сайте, на нашей правозащитной организации, на нашем сайте, вы можете посмотреть расследование, которое я написал по поводу вот этого бостонского теракта и вот этого, в том числе этого Дмитрия Кечкина. Так вот, главным в Чеченской республике, временно оккупирован, это Дмитрий Кечкин. Рамзан Кадыров ниже рангом стоит. Есть РОШ, региональный оперативный штаб, со времен начала вот этой Второй русско-чеченской войны, широкомасштабной. И в этот РОШ ходят все региональный оперативный штаб, все силовые структуры, в том числе глава республики, а главным в этом РОШ является главарь банды УФСБ по региону, по субъекту так называемому. В данный момент это Игорь Кечкин. До Игоря Кечкина там был Игорь Кочнев, а до Игоря Кочнева был Игорь Хвостиков. Сейчас Дмитрий Кечкин, был Игорь Кочнев и Игорь Хвостиков. Это вот убийцы, все поголовные убийцы. Массово они людей убивали. У нас там в 2017 году Игорь Хвостиков убивал людей. Его сейчас в Татарстан перевели. Там он теперь теракты проводит, людей убивает. Вот кто главный. Убийцы и главный, кто зачинатель. Вот они хотят сохраниться. А Кадыровы, там, Даудовы, Демельхановы, их будут сливать одного за одним, если нужно. А если нет, пусть работает. Если он верно служит, бабки приносит, полностью управляем, то пусть работает. А если вот конъюнктура мировая поменялась, ситуация поменялась, ты ненадежный, тебя меняют быстренько, ликвидируют 2 секунды. Вот какая вот ситуация там разворачивается. И вот эти сейчас некоторые товарищи, они хотят прийти и свергнуть Кадырова и под Россией занять его место под видом исламского шариата, там мусульмане, там туда-сюда. Поэтому нам Россия мечети там настроила. В секторе Газа сейчас они по шее получили, а ту всех своих ГРУшных, ФСБшных, КГБшных вербовщиков, функционеров, вот эту всю шушеру вывезли к нам туда. Сейчас настроили дома, все, кто сейчас воевал в Украине, кто добровольно, кто насильно, им сейчас там квартиры дают, вот эти вербовщики, и они там нам хотят устроить исламский халифатик такой.
исламистское гетто, я это называю. Гетто они хотят под видом исламского халифата. Они нам там Дагестан, Ингушетию, Чечню объединить, вот это, создать вот такую вот тему. Я против этого, конечно, я это разоблачаю, я чеченцев предупреждаю, многие меня слышат, многие понимают, я пишу об этом, много работы я уже провел над этим. И посмотрим, получится у них или нет, я думаю, не получится. Поэтому Кадыровы, это все растворится, их не будет. Люди, которые совершили такие страшные преступления, и их... Знаете, ФСБ само могло бы совершать это убийство. Они же это совершают. Например, Кечкин мог бы, Дмитрий, это сам лично убивать, как Кадыров, там, ходить там, убивать людей там и понтоваться. Он же это мог делать, но по какой-то причине этого сам не делает. Понимаете? Значит, эту грязную работу делает кто-то другой. Не потому, что они любят чеченцев или Кадырова, а потому что его нужно использовать для этой грязной работы. Вот он использовал, все, больше не будет его. А Кечкин хочет остаться в живых. Но мы знаем, кто такой Кечкин, поэтому и про бостонский теракт, и многое другое я пишу, разоблачаю. Поэтому я сделаю так, чтобы, конечно, уже сделал так, что эти люди уже стали известными в интернете, везде. Заходите на наш сайт, hrcichkeria.com называется. Под каждым видео YouTube-канал Reality, у меня там есть ссылки, вы найдете. Просто наберете Human Rights Center Ичкерия, и вы всегда найдете наш сайт. hrcichkeria.com. Там у меня есть это полное расследование. Я маю и дивлюсь. Заходите, читайте. Поэтому вот эти вещи... Вот эти люди, которые представляют себя, это так сделать. НКВД почему меняло столько раз название в одной стране, в Советском Союзе? ЧК, ВЧК, НКВД, МГБ, как они там еще, КГБ. Почему менялись? 4-5 раз названия. Почему менялись? Как вы думаете? Как обанкротившаяся фирма с новой вывеской. Да, кого-то там расстреляют, следы заметут, все попрячут. Ой, это не мы, якобы. Они, самые они. И вот они вот так расстреливали людей, и они поняли, а зачем мы это делаем? И вот можно вот таких Кадыровых, других, третьих использовать. Вот они их используют. Подводят под этих людей. Причем Кадыровы это следствие. А самыми главными были Завгаевы, Гантемировы, Руслан Хасбулатов, вот эти все люди были изначально, которые причиной, тоже агенты ФСБ, КГБ, они были причиной, но они были образованными. Они сказали, мы кровь чеченцев на себя брать не будем, потому что рано или поздно за нее надо заплатить. 100%. Убиваешь чеченцев, рано или поздно ты за это заплатишь. Это закон наших гор. Пока есть эти горы, также будут стоять этот закон. Убиваешь чеченцев, проливаешь их кровь невинно, ни за что. Ты рано или поздно за это заплатишь. Хоть в 90 лет, хоть в 100 лет, хоть твои дети за это, они заплатят за это. Хотя я против того, чтобы дети за это платили. Но это произойдет. И эти были не глупые. А эти оказались в ситуации... Война там туда-сюда, и необразованные, тупые, нужно выжить как-то. И тут тебе предлагают и Стечкин, и деньги, и миллионы. Вот они влезли в это. За это нужно будет заплатить. За это нужно ответить всем и вся. Вот такая вот ситуация. Поэтому Кадырову можете не волноваться. Кадыровых не будет. Детей вывозят с Украины и Жинок. Детей вывозят с Украины и Жинок. Да. Сам почитай историю арабизации Кавказа и Чечни. Ну и что, прочитай. Что? Мне тут один в Берлине тоже так рассказывал. Да. Но я говорю, как есть вам, друзья. На моем канале я не вру,
Говорю только правду и ничего, кроме правды. И это я делаю для того, чтобы спасти чеченцев, которых превратили в исчадие ада, которых здесь, в Европе, начали там представлять исламистами, каратистами, какими-то дикарями, убийцами, террористами. Нет. Мы абсолютно цивилизованные европейские люди. И мы хотим жить со всеми в мире. И вот я вынужден был заняться, чем я занимаюсь. Я пообещал себе, что я буду только правду говорить. Донесу до чеченцев правду. И мне удалось многое что сделать. Без ложной скромности вам скажу. А там результат пусть люди оценят. Согласна с вами на все 100, говорит Айся Дака. Спасибо. Ассаламу алейкум, спасибо за ваш труд. Ва алейкум салам, антинегатив. Пожалуйста. Вы гарно говорите украинскую. Ну, я понимаю, иногда напрягаться приходится, вспоминать там, а так... Я верю вам. Спасибо, Октава. Я обещаю не обмануть. Все, что я могу обещать, это не врать. Это, знаете, очень-очень дорогое удовольствие не врать в наше время. И именно поэтому я никогда не буду политиком. Потому что политик должен всегда врать. Потому что не врать политик не может. Мне нужно спасти чеченцев. Нам какая-то война, мы сейчас там освободим. Какое освободим? Подождите. Мы сейчас инструмент в руках фашистской империи, которая нас дальше хочет уничтожить, чтобы мы с нее не спросили. То есть то самое ФСБ, чтобы мы с них не спросили. Надо разъяснить чеченцам. Стоп, остудились, остыли, успокоились. Подождите, давайте по сторонам посмотрим. Определимся, что у нас тут вокруг происходит. Нам нужно выжить. И мы выживем, да, Алмула. Похуже в ситуации оказывались и выживали. И сейчас выживем, да, Алмула. Антинегатив. Я не знаю, про какого там Евлоева вы говорите в Гамбурге. Не знаю. Чеченцы через ислам утратили свою идентичность. А ты хочешь сказать, во Франции был культурный, который учитель жизни. Артуру Боссу. Смотрите, я не знаю, какую вы религию исповедуете. Вот у нас здесь есть основной закон в Германии. Мы имеем право исповедовать любую религию или не исповедовать вообще никакую. У нас здесь в Германии наша религия разрешена. Пожалуйста, не проецируйте на религию действия отдельных личностей через российские спецслужбы, которые пытаются представить. Нету плохой религии. Ни иудаизм, ни христианство, ни ислам, ни буддизм. Все религии несут только добро, созидание, развитие. И этим религиям 1000 лет. Мне кажется, так глупо говорить на какую-то религию, которой минимум 1000 лет, говорить, что виновата религия. Если бы она была бы злом, ее бы искоренили бы, и никто бы ее не исповедовал бы. Или исповедовала бы очень маленькая группа людей. Понимаете? Если бы это было злом. Поэтому, мне кажется, настолько человек должен быть глуп, чтобы говорить на всю религию. Поэтому оставьте религию, не лезьте. Это ничего, не ваше, ничего либо дело. Кто как хочет, так и молится. Не мешает этот человек другим. Пусть он молится и что хочет делает. Это его личное дело. Хоть на голове стоит, хоть на ушах стоит. Это его личное дело. Поэтому, и это давно, до вас еще, вот эти нападки на иудаизм, например, да, евреи, они же иудеи, да, много разных, и они иудеи, и за то, что они отличаются, вот их преследовали, убивали. Убивали христиан, убивали мусульман, убивали буддистов. И это все, чтобы искоренить, человечество пришло к такому пониманию, что религия, она не лезет в политику, а политика и люди не лезут в чужую религию.
Поэтому политики, религии не нужно лезть в политику. Я против политической всей вакханалии, которая творится для того, чтобы стравливать и управлять. Я против того, чтобы винить во всем ислам или христианство. Но если вы все-таки решите винить ислам, то, пожалуйста, не забудьте винить и христианство, и иудаизм. Потому что ислам признает всех пророков, которые были и в христианстве, и в иудаизме. Начиная от Моисея, Иисуса и всех остальных. Это наши любимые, уважаемые пророки, уважаемые люди, исторические личности. Поэтому не отделяйте один ислам. Хотя бы немножко будьте последовательны, если вы уже начинаете какую-то религию, если ислам конкретно. Это последняя религия из авраамических религий, из 3 этих религий. Поэтому давайте всех. Либо не выставляйте себя исламофобом, фашистом, ксенофобом и обвинять всю религию. Нет, религию причин в этом нет. Никакой нет. Есть культуры, есть спецслужбы, есть интересы государств, есть интересы богатых людей. Всегда так было. И чтобы избежать этого, вот у меня настольная книга «Основной закон Конституции Германии». Вот там 4 статья гласит, что религия неприкосновенна. Поэтому, пожалуйста, оставьте мою религию, а я оставлю вашу и вас. Так. Не иди туда, нам спасти Чечню. Так, Чечня, добрые люди. Не знаю я антинегатив, не знаю этого блогера, но я видел, по-моему, там одноногого. Я не знаю, кто он, если честно. Дякую, и вам дякую. Какое четкое понимание, браво. Спасибо, мало, спасибо. Так. Алхамдулилля, говорит, антинегатив, да. Тахутский флаг повесил из-за ислам качает. Панкратионов. Смотрите, человек с ником Панкратионов – это тролль. Понимаете? Им самое важное, особенно русским спецслужбам, я имею в виду, не всем русским, конечно же, важно, чтобы у нас был здесь антисемитизм, исламофобия, религиозные конфликты. Это им важно, понимаете? Им важно. Это их последний спасательный круг. И они всячески пытаются нас стравить. Вот заходят и чушь разную пишут. Вы, как мусульманин, вообще по сунне пророка должны жить в исламской стране, а не в Германии. Ну, смотрите, я тебе как чеченец, как мусульманин, Артур Босу, я тебе говорю, иди за русским кораблем на 3 буквы. Как мусульманин, как чеченец говорю тебе, как гражданин Германии тебе говорю. На 3 буквы за русским кораблем марш. Нормально? Доволен ты таким ответом? А теперь я тебе скажу, как чеченец и мусульманин, который знает свою религию, что я имею право жить там, где я захочу, особенно если я в этом нуждаюсь. Были люди, мусульмане, еще во времена пророка, мир ему, Мухаммада, пророка, мир ему, и всем пророкам мир, и Иисусу, и Моисею, всех мы любим и уважаем. Вот так вот их притесняли, когда они уехали, эмигрировали в Эфиопию. И там жил эфиопский царь. Христиане они были. Там эфиопы были христиане. Одни из первых христиан – это эфиопы. И у них там возник конфликт. Он их принял, сказал, что вот вы мусульмане, новое течение, новая там религия, новое там мировоззрение и так далее. Он их принял, защитил, оберегал их. И у него там возник конфликт. И когда у них возник конфликт, вот эти мусульмане пошли воевать за этого христианина, царя этого, который их приютил.
Это исторический факт. Ты мне про мою религию расскажешь, а я знаю свою религию в 1000 раз лучше, чем ты. Вместо того, чтобы выход вот такой исламофоб, как ты, который приходит и пытаются вот нас стравить. Так вот, мусульмане погибли некоторые, защищая, сражаясь вот за этого христианского царя. Когда этот христианский царь умер, пророк Мухаммад, мир ему, делал за христианина, делал намаз упокойный, да, молились они. Когда узнали, что он умер, они за него молились. То есть упокойная молитва такая у нас есть. Вот этим занимались. Поэтому с тех пор мы жили среди христиан. Среди мусульман жили христиане и иудеи. Иудеи занимали высшие должности и посты. Ты знаешь, был такой арабский легион, который возглавлял один английский офицер. Сейчас я забыл его фамилию, имя. Иордании, хашемитское вот это государство, которое было установлено. А там жили чеченцы и черкесы. Так вот, вот эти арабский легион, который воевал против нацистов уже во Второй мировой войне, а до этого он, этот арабский легион, в который ходили черкесы и чеченцы, не только они, но они там играли одну из главнейших ролей в этом арабском легионе. Так вот, они сражались за евреев. Понимаете, за иудеев, которых притесняли. И есть исторические факты, где вот эти чеченцы и черкесы сражались за иудеев. Защищали, потому что их было мало, их ущемляли, их преследовали и так далее. Поэтому в истории можно найти очень много разных вещей, которые мы можем говорить. Но если эта религия просуществовала 1000 лет, как минимум, да, почти 1500, самая молодая из авраамических религий, это ислам. Ей уже почти 1500 лет. Если они столько лет просуществовали, и христианство, то как минимум это могущее сосуществовать с другими людьми, народами и религиями религия. Поэтому давайте чушь не нести. Сегодня сейчас модно, выгодно кому-то что-то говорить. Даже 7 октября, когда 23 года вот эти террористы устраивали геноцид евреям, тогда они назвали наводнение Алякса. То есть нападали на евреев не только сунниты из Хамас, там был исламский джихад, там шииты были, там были коммунисты, самые настоящие большевики, там у них есть там своя среди арабов Палестины вот это движение, течение коммунистическое, старое еще с советских времен. И они это называли наводнение Алякса. Где находится Алякса? Где находится то место, где они устроили геноцид евреев? Причем здесь вообще убийство женщин и детей, если ты спасаешь какую-то мечеть. Поэтому это была, я хочу сказать, это была манипуляция. Это был обман, чтобы весь мир мусульман привлечь на свою сторону и сказать: вот смотрите, мы воюем ради священной войны и так далее. Это все чушь, это обман, понимаете, обман. И я не хочу, чтобы использовали нас, чеченцев, в этом. Вот и все. Асан, ты мне не исторический факт, а сунна пророка скажи. Смотри, сунна пророка это то, что много выдуманных сказок добавленных. Кто-то правитель в одно время говорил, кто-то другое говорил. Я не все вот эти хадисы, сказки, они сами говорят, это есть достоверный хадис, это слабый хадис, это такой хадис, еще такой. Даже те, которые называют достоверными хадисами, я не уверен, если я сам не изучал и не знаю вопрос, насколько он достоверен. Кто-то мне сказал, что он достоверен. Кто угодно, что угодно мог сказать. Поэтому вы мне не пытаетесь меня загнать. Знаете, когда идет охота на волков, вешают такие тряпки, веревки натягивают, и на них вешают красные тряпки. И их гонят с одной стороны волков, а на той стороне их встречают охотники с ружьями. И вся вот эта волчья стая, ее гонят, и она не бежит вправо-влево, она от этих тряпок красных по сторонам
по какой-то причине опасается и не перепрыгивает, и бежит прямо по этой дорожке. А там охотники встречают и расстреливают. Так вот, вы пытаетесь меня загнать туда, откуда я выбрался уже давным-давно, куда меня Россия загнала и мой народ. И я сейчас пытаюсь свой народ оттуда вытащить. А вы меня опять туда. Ты мне это. Нет. Я вам покажу дулю. Не буду показывать. На это все. За русским кораблем. На 3 буквы. На дно, то есть. На дно. За русским кораблем. Идите отсюда. Хорошо? Хадисы вы мне там. Это вы мне доказываете. Я вам привожу исторический факт. Это и есть сунна пророка. Если сам пророк помолился об этом христианине, об этом царе, который о них позаботился, они сражались за него, кто-то погиб за него, сражаясь. Вот если это не сунна для вас, то мне вам нечего доказать. Понимаете? Поэтому давайте закроем вопрос. Религия – это сугубо личное, интимное дело каждого. И не лезть, как говорится. И читай сам. Я уже столько начитался, я разберусь. Так, все, я тебя игнорирую, ты мне больше не интересен. Ты настаиваешь. Я все сказал, да. Стелла Измаилов. Верно, 100%. Конечно, мы это уже съели, мы эту пропаганду, которую они нам навязывают, мы это уже прошли. Даже сейчас, вот сейчас разные такие исламофобы, и знаете, такие воинственные атеисты сейчас появились, которые я их идентифицирую как агентов российских спецслужб, потому что ими управляют и их раскручивает духовное управление мусульман России. Вот эти люди нам рассказывают про хадисы, про там какие-то это. Столько чуши там просто. Я просто знаю. Я учил свою религию. Я знаю. Я Коран читал. Я учился в исламском университете перед началом Первой русско-чеченской войны. И я немножко азы взял и Коран читал. Я на арабском читаю. И мне это интересно знать. Как я поклоняюсь, чему я поклоняюсь, как это все происходит. Мне интересно иудаизм, мне интересно христианство. Это все аурамические религии. Мне важно сравнивать, интересоваться. Для любого думающего человека это интересно просто. Потому что мы все умрем. И я хочу знать, как это все представляется. Я сам себе задаю вопросы, я людям задаю вопросы. Задавал всю свою жизнь вопросы разные умным людям. Поэтому мне, когда какие-то люди приходят и начинают меня загонять в какие-то рамки и говорить, ты должен это, я хочу сказать на 3 буквы за русским кораблем, на дно. Пшел. Вот что я хочу им сказать. Не надо лезть, не надо лезть. Вы оставьте. Давайте займемся чем-нибудь более полезным и продуктивным. Да? Так. Мы сколько в эфире уже, друзья? Ну-ка. О, мы 2 часа. Я с вами просто сиделся, да? 2 часа в эфире. Так, about the Quran. Да, я полностью с вами согласен, Кнай. Пусть говорят, что хотят. Банить не буду, раз не матерятся, то пусть остаются. Вот такие вот дела. Валейксалам, ТикТок. Пользователь ТикТок. Машуэр. Вот такие вот дела, друзья.
Давайте я с вами еще посижу. Мгм. Что-то тут не могу разобраться вот этой всей. Короче, если вы 50 человек поделитесь стримами в WhatsApp, если вы сейчас раскидаете, то, короче, будет супер. Какая-то там супер тема будет. Мне тут говорит, о нас узнают все, да. Я запрещен на территории фашистской России. Вот, спасибо, антинегатив. Сразу видно, кто наш человек, да. Вот если вы сейчас, вот вас сейчас смотрит 51 человек, если вы сейчас быстро раскидаете, мы сразу быстренько пройдем эту тему, да. Так, Баркала, тебе антинегатив, Баркала. Спасибо, спасибо, да, спасибо. Босс, у него картинка Че Гевары. Он мне там за ислам рассказывает. Че Гевара это такой коммунист, убийца вообще, террорист, вообще матерый просто. У него Че Гевара, ну сразу видно такой, это прорусский, это тролль здесь. И он мне тут рассказывает. Вообще, такие кадры интересные. За ислам он мне рассказывает. Я столько вас видел, вы вот это троллятина ГБшная, вы такое зло на самом деле. Вы самое большое зло, которое тут только есть. А про флаг что игнорируешь? Слышишь, Панкратов, да он. Панкратионов, да. Панкратион это кто он там, борцовский клуб, по-моему, был, или соревнования были, я помню, в Москве по Панкратиону, да, или рассказывают они мне тут. Что там про флаг, что тебя интересует про флаг? Это не важно, на вопрос ответь. Какой был вопрос? Задай еще раз свой вопрос. Постараюсь ответить. Я еще посижу с вами немножко и пойду спать. Так, вы чеченец? Да, Грин, я чеченец. Вот видите, вот все, что я рассказываю, им не интересно. Им интересно, вот, чтобы вот на эту тему переводить и говорить. А это со мной не работает, понимаете? Я уже вышел. Пекаш, бац, балгабу пользователь. На работе они. Аслан, вон из страны. Ну что вы? Давайте рассылайте, друзья. Так, сколько там было передать? Так, у нас тут вспышка. Не звертай на них. Да. Это, видите, за русских обидно. Я быстро пишу, говорит, сейчас то не написал.
Отвечаешь на неудобный вопрос. Ну, что там за неудобный? Вот видите, вы меня пытаетесь отвлечь. Вот вся ваша сущность, да? Отвлечь, там, сбить чего-то. Привет чеченцам из Азербайджана в Торонто. Приветствую, брат азербайджанец. Приветствую. Так, ответь, говорит. Ну что ответь, я не знаю, что за вопрос-то был. Все было интересно. Спасибо, мало. Спасибо. Здравствуйте, Израиль. Здравствуйте, Катюш. Здравствуйте, Израиль. Здравствуйте, Катюша. Шалом. Ам Израиль хай. Шалом, Израиль. Вот, видите, вам надо еще несколько стрим раскидать, расшарить. Вы же каждый можете в WhatsApp просто раз своему знакомому кому-нибудь, раз перекинуть. Вот 70 человек вас сейчас смотрят. Легко и просто могли бы сейчас перекинуть. Ну нет. Каждый будет ждать, что это не я должен делать. А я бы как раз проверил бы, как это все это у меня тут работает. Спасибо и слава Украине, Ешасин Азербайджан. Героям слава, Катюш, героям слава. Аслан, скажи свою цель. Моя цель, чтобы вы не уничтожали мой народ, чтобы вы не истребили его полностью, вы его довели уже до крайней стадии. Понимаешь? Мне нужно, чтобы восторжествовала справедливость. Вот что меня интересует. Спасибо, Катюша, спасибо. Спасибо. Мне надо, чтобы вы не убивали нас. Вот что мне надо. Дерез хербюс де алюэль, масера юэль амало. Дерез масана хуэль. Дал си дуэла. Мы тебе как можем помочь в этом? Артур, ты можешь просто исчезнуть, и ты уже поможешь, да? Вот видишь, босс вылез, Ахмат Силас. Да, Ахмат хороший чай, да. Ахмат супер чай, да. Вот еще один вылез. Они сидели, слушали, и прорвало их. Давайте быстро раскидайте по ФСБ, там, Кадырову, мои эти стримы, раскидайте. Ичкерия, молодцы. Спасибо, Катюш, спасибо. Весело, весело. Ичкерия, молодцы. Ичкерия, молодцы. Дуже дякую.
Вы, как и азербайджанцы, за правду. Абсолютно, Катюш, абсолютно так. Абсолютно. Так. Друзья, ну, пойду я спать. Конечно, с вами было весело. Я надеюсь, сегодняшний наш разговор был для вас полезен. Постараюсь и завтра. Ну, завтра у меня будет стрим в 6 часов по Берлину и 8 часов вечера по городу Джохару. Заходите, гости дорогие, на YouTube-канале будет и здесь, в ТикТоке я постараюсь провести. Ну, ничего не обещаю, но постараюсь завтра провести. Слава Украине, все будет Ичкерия. I'm Israel High. God bless the United States of America and Germany. Адикюэль Маш Оль. Всего самого хорошего, друзья. До свидания. Аслан, напоследок сделай нам позитивный прогноз. Вот Север, нужно было сидеть 2,5 часа, следить за мной, чтобы, когда я уже прощаюсь, быстро написать этот комментарий, да? Позитивный прогноз. Все будет Ичкерия. Я вам отвечаю. Все будет отлично. 100%. Нас ждут испытания еще, но не за горами, я думаю, и хорошее что-то будет. Я в дороге, говорит, хорошего тебе пути, дорогой Север. Мы зустринемся обязательно, обязательно к нам. Всего хорошего, друзья, до свидания. Адикюэль Маш Оль. Спокойной ночи, друзья.